Доброе утро. Погода отличная, солнышко. Сегодня, правда, под утро я что-то подмерз. Неплохо так. Наверное, до нуля не дошло, наверное, градусов 5, наверное, ночью было точно. Собираюсь, еду дальше. Сейчас на перевале я почти. Скоро спуск будет. Ой, аж насморк у меня сейчас. Solarstone proudly presents Pure Trance Radio. Hello ladies and gents, this is Solarstone. Welcome to Pure Trance Radio episode 76. Coming up in today's show, I've got a world exclusive of the first track from my forthcoming new album. I've also got a world exclusive of a new retouch that I've done. Plus I've got new tracks from Greg Downey, John Askew, Manuel Lasso, and something beautiful from Orchidia. But let's kick off with this. It's the new one on Pure Progressive. This is Arnold and Baggett with the wonderful Triangulum. Сейчас заехал в Мьянгтяо, покушал. Теперь можно ехать дальше, направиться. Сейчас спуск впереди.
beautiful, beautiful record. That's a collaboration with former God's Kitchen resident Steve Arnold and Jamie Baggots. It's called Triangulum, and that one's just been released on Pure Progressive. Now, if you've been keeping an eye on my social media over the last week or so, you'll have noticed some interesting little Morse code messages which have been appearing every day. Those messages have been getting you ready for this. It's a track I've been playing out in my sets for got to be getting on for a year now. It's the first track from my forthcoming new album. And here it is for you, exclusive on Pure Trance Radio. This is the extended mix of
We like it pure. This is Pure Trance Radio with me, Solarstone. You just heard the new single from Orchidia. That's called Higher State. That's out on Pure Trance. This one's forthcoming in a couple of weeks on Pure Trance as well. This is Andy Kane with Elixir. This is a Solarstone retouch. Все, спустился до города. Спуск был около 40 километров практически. Получается, с 2600 я спустился до 1100 метров. Нормальный такой перепад. Все, сейчас чуть-чуть по долине буду ехать. Спуск с перевала был сложный. Ну как сложный, нормальный, просто много щебня лежало на поворотах от грузовиков. Но грузовики щебень везут и сыпется все. И ветер еще порывистый. Ну это так, мелочь. Бывало сложнее гораздо. Асфальтированные участки тоже есть. Ну, сейчас посидел чуть-чуть. Позагружал серию. Это надо целый день сидеть. Короче, ничего не получилось. Сейчас еду дальше. Что-то у меня горло немножко болит. Начинает болеть. Он в этот вмазался. Походу вмазался в этот погрузчик. Много за Sony вот таких вот на грузовиках. Перевертыши всякие. О, помидоров сколько. Только они все сгнили, что ли, из-за чего-то. Может, не погода. Столько испорченные все. Печалька. Я бы помидорку сейчас хамкнул бы. Как мне нравятся вот эти украшательства. Можно понять, какой народ здесь живет. Какое племя. Целая история, рисунки. Как дороги строятся. Как Никита едет. Подъемы начались снова. Почва здесь красная такая, глинистая. Хочется поехать по автобану, но здесь в Китае дырку будет тяжело найти. Вон, везде колючка по всему периметру. Фух, сейчас впереди подъемчик. Ой. Ой, главное не заболеть. Сейчас буду пробовать новое свое ноу-хау. Трос к выносу привязал с крюками. Сейчас, если будет
Сейчас, если будет какой-нибудь груженый ехать медленно, я за него зацеплюсь. Чем мне мучиться-то подъемы все ехать? Тут этих подъемов немерено. Пробовал руками зацепиться, но руки устают. Так более комфортно. Но что-то ничего не едет вообще. Все вон там. Весь клон солнечных панелей. До самого низа все в солнечных панелях. Тут еще ветряков много на хребтах. Не видно так. Молодцы, молодцы вообще. Я чувствую, мне здесь дожди не грозят. По почве видно и по растительности вся такая засушливая. Это хорошо. Это хорошо. Барьер этот преодолел, через который уже не проходит дождевые облака с морей. Опять посмотрим фильм сейчас. Какие-то разбойники здесь. О, в главных ролях едет. Это же все рисовано, не наклеено же. Это я смотрю просто. Это же сколько труда вложено. Да вообще в Китае смотришь. Столько труда, человеческих ресурсов. Те же дороги строить. Это же сколько надо сил. Ну и как раз солнечные панели говорят о том, что здесь много безоблачных дней в году. Иначе бы их просто не ставили бы. Смысла нет. Значит, наслаждаемся. Целые истории вдоль дороги. Чем дальше, тем круче. Можно посмотреть, говорю, национальные костюмы. Правда, уже никто не ходит в них. Мало увидишь на улице вот в таком костюме. Изредка женщины попадаются. Нету, жалко, у меня камеры с объективом, чтобы не подъезжать близко, а так издали щелкнуть. А то неохота так назойливо подъезжать, фотографировать. Ну и ладно, ничего. Ну все-таки здорово, мне вот это нравится. Едешь и не скучно как-то в подъем. Смотришь, отвлекаешься, подъем спокойно, легко проходит. Здесь еще круче, здесь портреты пошли. Обалденно. Красавицы какие. Вот народные инструменты пошли. Испытание. Четкая тема. Попробовал, работает. Трос тянет, крюки держатся. Самое главное.
нашел место на самом перевале почти. Высота 1700 метров сейчас. Фух. Тихая, хорошая. Воды только я мало взял. Чуть-чуть осталось. Ну так чисто попить, но умыться не хватит. А то весь пыльный. Спать так неохота. Ладно, ставить палатку. Какой ковер хороший, мягенький. Спать хорошо будет, тепленько. Все, поставил. Сегодня проехал 90 километров. До сотки чутка не дошел. Сейчас всю серию клепать надо. Получается, у меня сейчас будет 69-я серия делаться. А я еще 66-ю не выложил. Очередь у меня уже скопилась. Ого, лэпки какие высокие здесь. Это уже 2 часа ночи, мне что-то все не спится, состояние какое-то непонятное. Все, музыку лежу, слушаю. Главное не заболеть. Конечно, давно уже не болел. Это адаптация просто идет после морей. Музыка, давно я не слушал вот эти старые композиции свои. На флешке лежат, а все не слушал. Сколько здесь уже? 250, почти ночевок скоро будет. Нормально. Еще столько же палатка потянет. Ну, доброе утро. Вроде встал. Тяжело встал, но нормально. Не выспался, конечно. Собираемся, едем. Еле собрался. Что-то херовое состояние. Температура чувствую. Сейчас до ближайшего городка доеду. Там вроде 15 километров. Там отсидеться, чая отпиться. Серии как раз загрузить. Дорогу сейчас не покатит в таком состоянии. Хотя бог его знает. Главное, солнышко есть. Тепло так относится. Спуск. Сейчас думаю, может сегодня в какую-нибудь гостиничку заселиться.
отлежаться, интернет, если есть, загрузить серии. Чай отпиться. Вот тут какой-то 4 звезды, сейчас просто узнаю по ценам, что. Я, в принципе, готов не больше 50 юань заплатить за ночлег, но это 4 звезды, тут вряд ли что-то дешевле есть. Но город небольшой, в принципе. Ну, сейчас узнаю. Вот тачки какие надежные. Только что на них наехал, упали они под колесо прям мне заднее. Нормально. Стекло поцарапал, правда. Ну ладно. Ну все, вроде интернет здесь хороший. Little Movie. Вот. В 4-звездочном. В общем, стоит у них 80 юань, 20 часов. Я так подумал, это вообще недорого в таких в таких апартаментах за 80 юань. И 80 юань, ну, в общем, это где-то 600 рублей. Надо отлежаться чуть-чуть. Интернет, загрузить все серии, наконец. Так, у меня номер 1608. Что это? Камера хранения? О, не хал. Так, 1608, да? Ага. А, туда? А, это баня, нифига себе. Так. Нифига тут банька. А, my address. А, вот этим. А, моя одежда, да? Окей. А, тут у меня все есть. Тут что класть сюда, нечего. Это все со мной туда. А сюда, сейчас мне ничего не надо сюда. В эту камеру хранения. Это что, мой номер, что ли? Мне потом, later, потом. Это вот сюда. Но? Yeah? Это со мной туда. Да. Здесь у меня ничего нет. Да. Потом. Окей. Да. Интересно будет вообще. Да. Там это. Я, оказывается, не понял, они в сауну меня сейчас, чтобы я в номер чистый зашел, они хотели. Вот. И это все, да? Это все? Всю одежду, что ли, сюда? Так, сейчас, ладно. Да, интересно. Сауну сейчас пою. Как все, что нужно, блин. Как знал. Так. Ох, ну банька у них тут знатная, в общем. Вначале душ, потом вон бассейна, 3 разные температуры воды. В каждом почти полежал. И там сауна. Сейчас, 5 секунд. И там офигенная сауна. Вот, сейчас. Ничего не видно. Вот. Телефон уронил. Хорошо. Вообще шикардос.
음식이 존나 입고 있으면 Фу. Переодели, как в армейке прям. Может, меня в китайскую армию запутают. О. О. Нихао. Это ресторан, да? Это Шива. А, ну? А, там? О, интересно. Ничего себе, как интересно. А здесь спать, да, вот тут? О, прикольно. Ничего себе. Первый раз такое вижу. Rest area. Теперь понятно, что так дешево. У каждого своя кабинка, ноутбук. Интересно. Сейчас едем в ресторан посмотреть, что там есть. 4-й этаж, а мне на 3-й. Вообще тут космические прям апартаменты. Ресторан. Интересно. Набрал здесь баудзы. Шведский стол здесь. Берешь все, что хочешь. Все входит в стоимость. Я уточнил, все нормально. То вначале я подумал, потом мне счетчик влияет. Но отлично вообще. Это не какой-нибудь задрыпанный хостел. Это практически за такую же сумму. Считай 700 рублей. И вот такие вещи. Как раз пропарился. Прочистил ноздри паром. Офигенно. Вот компотики. Все, Мянгтяо. Мянгтяо у них сейчас что-то есть. Сейчас гружу серию. 8% загрузил. 56. Лежу, покушал. Гружу серию тут и там. Так, с горяченьким чаем. Вообще шикарно. А у меня другие планы были. Найти какой-нибудь задрыпанный хостел. Практически за такую же сумму я готов был. И тут мне сам Бог, рука Бога меня сюда привела. Шикарно просто. Ладно, пускай грузится. Пойду покушать, что-то чуть-чуть, что-то кушать захотелось. Ребята, наверное, думают, вот голод приехал, тут ходит, выпрашивает еду. Вот тут целая потанка. А мне ты чё, мне надо отъедаться. Я что могу поделать-то? Окей, сей. Спасибо. Вот ребята вообще молодцы. Такие, я не знаю, красавчики. Все за тебя сделал. Люблю я вермишель с этим. С арахисом жареным. Вообще обожаю просто. Полюбил я такого. Вкусно очень. Вообще, меня сам Бог сюда привел. Булки горяченькие подоспели. С ананасовым соком. Надо все съесть. В этой пижаме у меня такое ощущение, как будто в госпитале где-то. Да не, я смотрю, вон. Обалдеть. Можешь в ней поехать вообще. Сбежал с психушки, скажет. Ну все, пойдем искать свое место. Тут как компьютерный клуб.
только это телевизор. Такой пол мягкий. Все, сейчас на обед позвали. Ой, на ужин. Ну вообще красавчик. Базара нет. А, я кто-то взял. Кто-то забыл. Да, нормально. О, ужин принесли мне. Риса. Но этого мне мало будет, конечно. Надо будет добавки. За добавкой ходить. Как всегда. Что это? А, ага. Ох, все съел. Сейчас попросил добавки риса. Вроде нет у них больше. Ну, наверное, персоналу осталось. Окей. Вот. Сейчас типа баудзе этим булочки попросил. Они удивляются аппетиту кочевника, ну что делать. Ну-ка, давай сейчас напишу. Просит почтовый ящик у меня. О, все эти. Вот принесли булочки горячие. О. Ну, ну все, наелся. Тут вообще все, конечно, сопровождают, как это, как подсудимого такого ощущения. Не по себе малека. Я свободолюбивый парень. Кочевник, чувствуешь, чаваш все-таки. Вот так, все, сиси. Сейчас переселили меня в другой. Там ребята курят, там общий зал, и там курят. Мне это вообще не нравится, не переношу запах курева. Я им сказал, что, блин, мне, говорю, не нравится это. И меня в VIP поселили. Только какой-то VIP, здесь даже розетки нет у них. Я ёкарный баба. Где, как заряжать теперь? Да, есть, конечно, тут розетка. Ну, под этой, под шкафчиком здесь. Вот как они питают эти электрокровати-то. Здесь все автоматизировано. Кровати даже. Опускать можно, поднимать. Сидеть. Классно. Ну все, можно отдыхать. Хотя нет, как отдыхать. Сейчас надо серию еще 70-х делать. Сейчас горячий чай пью. Ой, состояние не из лучших. Надеюсь, завтра получше будет. Хотя еще денек, конечно. Чувствую, надо было бы полежать, но не здесь. Один день можно. Так больно накладно получается.